Сестренки Надя и Люба осваивают баян. Сейчас девчонки ходят в подготовительный класс Алданской детской школы искусств имени Никитина. С Натальей Васильевной Карбмахер все музыкальные премудрости постигаются легко и свободно. К тому же девчонки – активные подписчицы Натальи Васильевны. Дистанционное обучение внесло свои коррективы в нашу работу. Пришлось осваивать IT-технологии. И я открыла канал на Ютубе Наталья Карбмахер и тоже там веду уроки. Подписчики, конечно, пока их немного, но 300 человек, это, я думаю, тоже уже как бы такое количество хорошее. Смотрят уроки. Новые формы работы с учениками Наталья Васильевна освоила в последние 1,5 года. А в школе искусств она преподает музыку вот уже 20 лет. Сейчас у Натальи Васильевны 12 учеников. Большинство из них – подготовишки и первоклассники. А связь преподаватель поддерживает со всеми выпускниками. Таких ярких учеников могу назвать только Датскую Александру, которая учится в Уфимском музучилище и планирует поступление в консерваторию. В Алдане учатся, пошли в оркестр дети, которые обучались на баяне, но играют там на балалайке. Можно сказать, Левшов Арсений там играет с нашего класса. Также поступил туда Ситников Анатолий, они уже закончили музыкальное училище, уже работают и преподают по классу балалайки. У детского оркестра сейчас генеральная репетиция. Юные артисты готовятся к записи праздничного видеоролика и заметно волнуются, ведь этот концертный номер увидит весь Алданский район. Конечно, в преддверии Нового года мы хотим записать ролик поздравительный с Новым годом. Сыграем одно произведение, то, что мы успели за этот короткий период времени. Ну и поздравить всех жителей города Алдана и с наступающим Новым годом. Детский оркестр при Алданской школе искусств в уходящем году возобновил работу. Музыкальный коллектив объединил порядка 60 мальчишек и девчонок. Самые маленькие артисты – 10-летние ребята. Для учеников народного отделения оркестровое дело является обязательной дисциплиной. Мы начинаем, можно сказать, с нуля, только-только. Они большие молодцы, я всем горжусь. Все большие молодцы. Несмотря на такую загруженность сейчас ребятишек, они все равно посещают 2 раза в неделю оркестровый класс. Какие у нас планы? Планы, конечно, большие, но сейчас самое главное, это чтобы они научились играть в ансамбле, играть в оркестре, слушать соседа, слушать себя, смотреть на дирижера. Задач очень много. В планах, конечно, мы хотим сотрудничать с Нерюнгринской школой, возить туда ребятишек, которые уже постарше, подсаживать в оркестр, чтобы они понимали, к чему они идут. По субботам репетиции оркестра проходят в концертном зале. В будние дни ребята играют в кабинете. Зал в школе всего один, и он нужен преподавателям и ученикам других отделений. Конечно, нам не хватает помещений, потому что приходится собираться малыми группами. 1 раз в неделю мы собираемся группами, потому что зал занят другими отделениями, театральным отделением. Конечно, нам необходимо помещение для расширения, чтобы наш сводный оркестр работал в полном режиме. Отсутствие даже не лишних, а необходимых квадратных метров представляет главную проблему. Сегодня в Алданской детской школе искусств деятельность осуществляют 8 отделений, и нехватка места ощутима для большинства классов. Понимаете, у нас ФГТ. ФГТ – это федеральное государственное требование. Еще раз подчеркиваю, дополнительное образование у нас начальная стадия, предпрофессиональная подготовка ребят, которые потом пойдут в училище или в институты. Федеральное государственное требования, мы должны выполнять программы. У нас 2 программы – предпрофессиональная, общеразвивающая. И предпрофессиональная – это все очень серьезно. А мы, к сожалению, должны выдать, все дисциплины, а мы не всегда их можем выдать, потому что у нас не хватает помещений. У нас действительно не хватает. Смотрите, школа по техническому паспорту 837 квадратных метров, а площадей учебных кабинетов 337, понимаете? И на эти 337 у нас получается 314 детей контингент. А у нас же много групповых.
Вот я уже говорила, 70 человек у нас вообще за стенами школы занимаются. И вот художники и театралы вынуждены вот приспосабливаться. Перед преподавателями таким образом стоит непростая задача – обеспечить безграничность творческого и познавательного процесса в условиях ограниченного метража. Хореография, театр, живопись. В Алданской детской школе искусств прекрасное познают более 300 учеников. Музыкальное отделение сегодня является отнюдь не самым многочисленным. Поколение, которое вот сейчас молодежи, ну, может быть, скажем так, не очень любит трудиться, потому что музыка это очень большой труд. Это очень большой труд. Иногда к нам ребята приходят, да, например, прошли экзамены, стали нашими учениками, и вдруг говорят, а мы на сольфеджио не записывались. А сольфеджио – это неотъемлемая часть, так же, как муз-литература. То есть он же ведь не только фортепиано постигает, он же еще изучает теоретические дисциплины, а их тоже очень много. Но это, конечно, большой труд. Вот, нужно заниматься не меньше часа в день, каждый день, ежедневно. Вот, и поэтому, конечно, вот музыкальные дисциплины, я скажу так, очереди пока нет. Вот, к сожалению. Вот. Что не скажешь о художниках. Здесь вот наоборот. Я уже говорила об этом, что у нас конкурс большой, от 3 до 5 человек на место, и постоянно звонят, и запишите, запишите. В художественном классе очередное занятие. Юные художники пишут натюрморт. Через произведение необходимо передать объем, пространство, фактуру, тени. Жанр считается простым, однако таит в себе огромное количество сложностей. В школе художественное отделение занимает одну мастерскую. В этом помещении занятия живописью проходят у всех классов. Не лукавя, самое большое отделение. Конкурс мы проводим, и некоторых детей, к сожалению, не берем, потому что контингент не увеличивается. Но и самое главное, наверное, это помещение. Помещение достаточно мало. Просто ни по санпинам не проходит, ни каким-то там особым этим. Сергей Бабенский ведет занятия в 2 классах. Живопись, рисование и композицию под его наставничеством осваивают порядка 30 мальчишек и девчонок. Художественным искусством увлечены все ребята, а обыкновенных учеников, признается Сергей Григорьевич, у него нет. Могу сказать, что классы хорошие попались, все звездочки практически, и кто-то побольше, кто-то поменьше. Достаточно хорошо работают, с энтузиазмом работают, даже на такие условия, которые сейчас мы попали, это и пандемия, и дистанционное обучение, хотя, конечно, художник может учиться дистанционно. Но, тем не менее, из этой ситуации выходим, рисуем. Лучшие произведения юных художников будут представлены в передвижных галереях, и картины смогут увидеть жители города. Выставки организуются в рамках проектной деятельности. Да, самый такой грандиозный, грандиозный, можно в скобочки закрыть чуть-чуть, грандиозный проект – это организация детской картинной галереи. У нас есть свой логотип, у нас есть свое название. Мы уже больше года выставляемся в детской библиотеке. Они любезно нам предоставили, соответственно, площадку. Здесь же тоже работы экспонируются как в школьном формате, так и непосредственно. Есть очень активные участники. Проектная работа в Алданской детской школе искусств ведется по разным направлениям. Особенно интересны метапроекты, основанные на диалоге и взаимодействии учеников и преподавателей всех отделений школы искусств. Совместный со всей школой искусств мы в жизнь воплощаем. Музыканты придумали сказки на музыкальные темы. Мы, как художники, иллюстраторы, на одно время какое-то стали, иллюстрировали эти сказки. И театралы уже начали писать как радиоспектакли. В принципе, ничего нового нету. Это хорошо забытое старое. Но, тем не менее, можно обратить внимание, что дети работают и работают с увлечением. Сегодня в Алданской школе искусств порядка полусотни сотрудников, из которых около 40 составляют педагоги. Коллектив объединил преподавателей с многолетним стажем и молодых специалистов. Команда отличается сплоченностью. Рабочий процесс идет слаженно, а творческие проекты реализуются в атмосфере полного взаимопонимания.
Есть преподаватели, которые еще меня учили. То есть вот этот опыт, да, и когда, ну, знаете, по-разному же относятся, говорят, ну, такие вот возрастные педагоги, так в этом-то и сила, понимаете, потому что этот опыт, его, как говорится, никуда не денешь, и они его нашим детям дают, да, вот. А молодые преподаватели, которые, кстати, пришли уже после нашего же училища, вот, училище Якутского, филиала Якутского колледжа имени Марка Николаевича Жиркова, вот, отучились, там вот Шильникова Сабина Денисовна, да, вот вернулась в стены школы, вот, вернулась Анастасия Игоревна Димова, но она в Бугуруслане училась, да, вот, Куценко Екатерина Михайловна вернулась, вот, теоретические дисциплины ведет. То есть эти молодые педагоги, мы на них, конечно, возлагаем большие надежды, и они как раз вот вносят вот эту вот живую струю. Хореограф Галина Земская работает в школе искусств 20 лет, а всего ее стаж составляет 52 года. Сейчас Галина Борисовна ведет хореографические дисциплины в 2 группах. Ее воспитанники – учащиеся 5 и 6 классов. Искусство танца они будут осваивать в течение 8 лет. Часть уроков Галина Борисовна проводит в Доме культуры. В основном же занятия идут на базе школы. Вопрос, можно сказать, исторический. Проблема с хореографическим классом. Я здесь работаю 20 лет. И 20 лет – это, как сказать, как цыганка. Хожу в ДК, потом сюда, отсюда в ДК. В этом учебном году кабинет хореографии зрительно увеличился благодаря установленным зеркалам. Специально для занятий танцами зеркала были приобретены впервые за много лет. Новая функциональная мебель появилась и в классах. Высота стульев и одноместных столов регулируется. Также в оптимальном положении можно зафиксировать крышки парт. В сборке мебели преподавателям помогали старшеклассники и родители учеников. Очень хорошо помогают нам родители. Вот прямо сразу откликнулись, пришли, вот, ну и во время ремонта отзывчиво. Очень прям молодцы. Спасибо им большое. В 2021-м школа преобразилась. В рамках национального проекта «Культура» при софинансировании из бюджета района в учреждении был проведен капитальный ремонт. Объем работ стал колоссальным – от просушки фундамента до перекрытия крыши. А на этапе косметической отделки были применены оригинальные дизайнерские решения. Самое страшное нас ожидало на первом этаже. То есть работы, которые здесь были заложены, а заложены здесь было, здравствуйте, смена полов. Вот. И когда мы эти полы вскрыли, мы там увидели такое, ну что, знаете, только страшным с ним может присниться. Потому что здесь были просто метровые шубы плесени, грибка. Вот. Все вот эти лаги, все балки, все это было вот так вот притронешься, оно в пух разлеталось. Вот. И держалось это только потому, что там был строительный мусор. Еще вот, видимо, от первых строителей. Поэтому все как бы стены держались, можно сказать. Вот это все выгребалось на метр, на полтора. Все прямо вычищалось. Мы все это просушивали. Сегодня школа максимально наполнена уютом. Для успешного учебного процесса комфорт очень важен. Проблема тесноты, однако, не решилась. Она просто преодолевается ежедневно. Воспитанники Алданской детской школы искусств оттачивают мастерство, погружаются в творческие поиски и покоряют новые высоты. А заветное новогоднее желание у детей и педагогов одно – пусть будет больше места, чтобы удобно стало всем.